30 июля в 18 часов завершился прием документов для регистрации кандидатов на должность главы городского округа город Якутск. В Якутскую городскую территориальную избирательную комиссию подали документы 12 претендентов. Зарегистрированными кандидатами на сегодняшний день являются председатель Якутской городской думы Александр Савинов от партии «Единая Россия» и предприниматель Владислав Теппер от партии ЛДПР. На должность главы города выдвинулись 8 кандидатов от партии и 2 самовыдвиженца. Генеральный директор ООО ТВ Олег Желнин и юрист Республиканской больницы номер 2 Михаил Лукин, который не смог собрать нужное количество подписей. Подписи остальных выдвиженцев сейчас проверяются. Помимо количества, Якутская городская территориальная избирательная комиссия проводит проверку на достоверность информации каждого, кто выступил поддержать кандидата. Сегодня избирательная комиссия городского округа город Якутск завершила прием документов на выдвижение и регистрацию кандидатов, претендующих на должность главы городского округа город Якутск и депутатов Якутской городской думы. В настоящий момент заявили о своем желании баллотироваться на должность главы 12 человек. 10 из них это представители политических партий, выдвинуты политическими партиями, и 2 самовыдвиженца. Это все мужчины, 1 из них женщина, 2 из них уже зарегистрированы, остальные документы были представлены на прошлой неделе, либо сегодня. Документы мы эти рассмотрим, и если они соответствуют требованиям, то данные кандидаты будут зарегистрированы. Но в настоящий момент один из кандидатов, это Лукин Михаил Михайлович, уже не собрал необходимого количества подписей для регистрации кандидата, поэтому вопрос о нем будет решен, будет ему отказано в регистрации, но остальные документы мы будем рассматривать. Завтра наша комиссия рассматривает вопрос о регистрации 4 еще кандидатов, и, наверное, к концу недели мы будем и остальных регистрировать, либо отказывать в регистрации. Что касается выборов депутатов Якутской городской думы, то в выборах участвуют 9 политических партий, 5 из которых не нуждаются в поддержке избирателей, то есть не собирают подписи избирателей. Это такие партии, как партия КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа». Так как эти партии уже имели поддержку, когда проходили выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, и также «Гражданская платформа» имеет 1 мандат в ныне действующем созыве Якутской городской думы, поэтому тоже считается уже поддержанной избирателями, и ей не нужно собирать подписи. Остальные политические партии, которые борются за депутатские мандаты, это такие партии, как «За справедливость», Родина, Аграрная партия, партия Роста, они все собирали подписи, сдали, вот уже в нашу комиссию сдали их, в 18 часов мы завершили прием. Сразу хочу сказать, что Аграрная партия не собрала необходимого количества подписей, не сдала, поэтому ей будет отказано в регистрации на этом основании. Остальные документы мы будем рассматривать. В Якутскую городскую думу 4-го созыва выдвинуто 9 партий. Список выдвинутых и зарегистрированных кандидатов по спискам политических партий составил 250 человек. Список выдвинутых и зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам 98 человек. Итого 348 кандидатов претендуют на 28 депутатских мест. В настоящее время параллельно с нами сейчас работает группа по проверке подписных листов. В состав этой рабочей группы у нас включен эксперт-почерковед. Далее проверку подписных листов у нас осуществляется органами миграции Республики Саха, и который подтвердит достоверность либо недостоверность сведений избирателей, которые поставили подписи в своих подписных листах. Качество подписных листов, оно желает быть лучшим. Часть подписных листов мы уже проверили. Наблюдается картина такая же, которая была на выборах главы городского округа в 2017 году. Есть подписи, которые ставят люди, которые уже умерли. Есть подписи со старыми паспортами. То есть человек уже давно поменял паспорт, а якобы он поставил подпись в подписном листе. Также есть недостоверные сведения о годе рождения, об имени избирателей и так далее. Поэтому, что можно говорить? Те кандидаты, которые наивно полагают, что избирательная комиссия не выполнит свои обязательства, свои функции по проверке подписных листов, зря об этом думают. Мы все достаточно хорошо проверим, и те, у кого подписи будут, подписные листы оформлены в соответствии с требованиями, они будут зарегистрированы, у кого будут нарушения, зарегистрированы не будут. Такая картина на сегодня.
9 сентября 2018 года – единый день голосования для жителей Якутска. Нам предстоит выбрать главу республики Саха-Якутия, главу города Якутска, депутатов Госсобрания Илтумен и Якутской городской думы.